Такая, здорово. Такая вот пыльная у нас двигатель. Сейчас будем продувать все от пыли. Сейчас загоню машину. В принципе, все будем делать. Разбирать ЕГР. Так, чтобы приступить к работе, обестачиваю всю машину. То есть аккумулятор у Воксика находится сзади. Снимаем сейчас вот эту клемму и снимаем клемму ВВБ. Клемма ВВБ у нас вот здесь находится. Вот она. Все, продолжаем работать. Вот этот Воксик у нас на ЕГР, и смотрим, я открутил трубку, уже смотрю, что вот так вот состояние вот такое. Все забито. Сам клапан, вот он просто забит, грязный по-любому. Отсюда куски, сейчас покажу, сколько тут всякого вылетает. Вот такой вот шлак вылетает, такие куски. Так что, ребята, чистите ЕГР чаще. ЕГР — это убийца двигателей. В автомобиле характерный такой пинок, толчок идет по заводу. Не знаю, от этого это или нет. Мы еще будем свечки откручивать, посмотрим. Вот. Человек купил свечи. Ну, взял он какие-то свечки. Вот такие вот. Не знаю, что это за свечи. Я советую ему ставить Денса по каталогу. Вот эти свечки не советую ставить, потому что надо ставить по каталогу. Всякие другие производители свечей я как бы игнорирую. Почему? Потому что, ну, берем опыт с Владивостока, с наших ребят, которые гибридные УЛАП и все остальные. Вот. Они все используют именно оригинальные свечи, никакие другие. Советовался со всеми, говорят, нельзя ставить другие свечи. Вот так вот. Не знаю почему, но я думаю, что они явно что-то знают. Там опыта больше в других городах, и скорее всего так оно и есть. Другие свечки не ставлю, только Денс, только оригинал. Вот. Ну а так, по сути, сейчас мы его снимем, коллектор, все почистим, все помоем, поставим и будем смотреть, как будет, уйдет этот пинок или нет. Что интересно, как-то почему-то болты желтые, краской наносили. Зачем? Как будто это контрактное или что? Или типа пометили, что типа устанавливали коллектор гарантийный, что ли, или что? Не понял ничего, короче, почему эти болты вот такие желтые с краской. Здесь есть красок, а напыление какое-то интересное. Ребята, смотрим, что с коллектором происходит. Вот, смотрите. Это ладно. Вот сюда вот можно посмотреть. Это забитое все. С него вот куски вылетают. Вот такие куски вылетают. Вот это уголь. Это все летит в двигатель.
А конкретно оно летит клапана. Это все будет сейчас отмываться. Это все будет сейчас ложиться в тазик и замачиваться химией. Вот такие дела вот. Так вот это все происходит. Конечно, почему машина должна ехать? Она просто задушенная. Да. Ну и, собственно, осталось открутить сам клапан. Самое сложное. Он находится в очень неудобном месте. В очень неудобном месте. Но, тем не менее, мы это сделаем. И откручу одну свечку, посмотрим, что это за свечка там, что со свечой происходит. Такие вот дела. Снял клапан ЕГР. Занятие еще то. На воксике снимать его не так-то просто. Ну тут поудобнее, по-моему, чем на привысе. Немножко. Так, вот сейчас будем смотреть, что у нас с холодильником, с клапаном. Там что-то. Там жесть какая, вон. Все видно. Такие вот дела. Вот сейчас буду откручивать все. Все детали будем смотреть. Так, азелит сила. Это сила. Азелит тема вообще. Так вот. Замочил все. Вот такая вот снял жижа. Высыпается. Сейчас еще буду заливать. Тут уже кончился флакон. Все. Ладно, сейчас буду отмывать клапан. Сначала немножко водичкой. Отмываю аккуратно, не заливаю электронику. Грязь какая оттуда высыпается. Вот. Вот так вот. Такие дела. Все тоже наблюдаю вот такую желтую краску. Как будто это все контрактное. Вот такие вот дела. Ну и смотрим. О, тут просто жесть. Клапан просто не работает. Вот такие куски с него вываливаются. Короче, вовремя обратились. Очень вовремя. Холодильник тоже черный. Забитый. Ладно, что, сейчас буду все это дело отмачивать. Буду все это заливать сейчас химией. Это, наверное, у меня самый грязный клапан ЕГР, какой только был. Пробую его всем отмывать. И джизоксом. Вот. И карп-клинером вот таким 412-м. Я азелит маленько поработал. Короче, вообще жесть. Я такого угаженного клапана еще не видел. Ну и вообще, этот ЕГР система вся полностью угаженная. До такой степени, что вообще... То есть, этот ног не дышал вообще никак. Поэтому, то есть воксик. Но я думаю, он поедет после такой процедуры. Должен поехать. Еще свечки посмотреть, поменять, и вообще будет тема. Такие вот дела. Смотрим наш контент. Да, уже час отмокает все это дело. Клапан уже почти чистый. Вот так вот все это дело выглядит. Еще поставил отмокаться. Дросселька грязная. Дроссельку сейчас буду заливать джизоксом. Вот. Пусть постоит маленько.
Сейчас все это отъестся. В принципе, все. Так, пойду и покушаю, пока все отмокает. В камеру грязь попала. Короче, вот так вот все блестит. Вот. Клапан чистый. Смазанный ВДшечкой. Здесь тоже холодильник блестит. Трубка чистая. Тоже блестит внутри даже. Ну и сам коллектор тоже чистый. Вот. Теперь будет дышать машинка. Все вот эти вот промытые. Вот. Свечки стоят NGK. Мененные. Уже не оригинальный Denso. Вот NGK. Iridium. DF7H. Почти все собрал. Почти все собрал. Немножко осталось. Сейчас откручиваю датчик. Датчик расходомер воздуха. Это у нас MAF. В принципе, он не такой уж и грязный, но я его все равно почищу. Купил специальный очиститель. Вот, очиститель воздуха расходомера. Тоже его вот так вот заливаешь. И все, в принципе, как бы. Просто его немножко на сенсор шикаешь, он чистится. Все, сейчас воздухом продую и будет нормально. Ну все, тачка работает. Все запустил. Сейчас мы тебя заведем в режим, в этот, как его, сервисный. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. О. Пусть поработает нормально. Сейчас прогреется. Герчик, клапан приработается. Так вот, двигатель у нас работает. Сейчас будем смотреть положение дроссельной заслонки. Ребята, мыл я этот EGR где-то, наверное, часов 5, наверное, примерно. Ушло у меня на него. В общем, машинка была очень грязная. EGR. Сейчас работает. Раньше она заводилась, такой пинок давала, а сейчас уже нормально, мягонько заводится. Вот даже, в принципе, на педальку, если нажать. Вот уже такого нету пинка, какого раньше был. Жесткий такой пинок был. А сейчас вот получается так. Ну и по показаниям смотрю, что сейчас была заслонка 17.6. Так, клапан EGR был 2.56. Показания, вот они. Вот он. Из Калевин Валуя 2.56. Сейчас новая распечатка. Вот только что снял, получается, показания. Сейчас она стала 1.9. И заслонка стала 14%, как надо по заводу. Вот так вот. В принципе, все нормально. Машинка обслужена по двигателю. Ну, по батареечке ему нужно будет обслужить контакты. Вот они все в 24 почти что. Ну и в принципе сама батарейка нормальная. Вот. Ну, думаю, что хозяин приедет ко мне еще на обслуживание. Вот такие вот дела. Вот такой воксик сегодня у меня побывал. Вторую машину. Это я сегодня уже вторую тачку сделал. Такие вот дела. Приезжайте. Так, маленько тест-драйв после EGR очистки. В общем, двигатель, проблема не ушла. Есть какой-то вот этот дребезг, но это где-то между коробкой, между двигателем.
думаем, что это демпферный диск. Ну, очень странно, что на таком пробеге 100 тысяч пробег, 100 тысяч. 100 ровно, да. И демпфер, что ли? Ну, если только пробег скрученный. Но не настолько же, не на 100 же тысяч. Тоже слабо верится. Ну, может быть, я не знаю. Я завтра ребятам позвоню, я как бы это пообщаюсь. Что это еще может быть? Что как едет? Ну, особо не поменялось. Ничего не поменялось? Откликни педаль. Такая же была, да? Ну, клапан ты сам видел, какой у тебя был. Он не работал точно.